просьбой помочь сегодня к нам в редакцию обратился житель Казани. Его волнует судьба старинного здания. Домик окружен новостройками, ему требуется реконструкция. Как оказалось, в нем жил когда-то епископ, ныне канонизированный как святой. Историю его жизни и жизни этого деревянного домика разузнала наша корреспондент Гульназ Гилаева. Этой печке столько лет, сколько этому дому. А дом построен в 1871 году по документам. То есть, получается, 143 года. Дом на улице Тихомирного – единственное уцелевшее здание Суконной Слободы. Сейчас, кроме него и название станции метро, ничего об этом районе, известном в 16-19 веках как Суконка, не напоминает. Но Евгений Печеный, его уже современный житель, знает о нем многое. На его глазах снесли практически все здания перед строительством линии метро. Нас переселили. Я продолжал присматривать за этим домом, не давал его разграбить, гонял бомжей, гонял любителей поживиться цветным металлом. Время от времени Евгений Абрамович ночевал в доме. И в один из таких вечеров он познакомился с любителем казанской старины. Он рассказал ему о том, что в этом доме когда-то жил священник. Подняв все материалы из архивов, установили, что это никто иной, как епископ Чистопольский Иосаф. В 2008 году Русской Православной Церковью он был причислен к лику святых. На втором этаже этого дома в этих комнатах и жил епископ Иосаф свои последние годы. Сюда он вернулся с очередной ссылки в 1936 году. Здесь он жил со своей сестрой и ее семьей. Жили они очень скромно. Казанской епархии он уже больше не был допущен властями, поэтому только по личной просьбе иногда отслуживал панихиды на Арском кладбище. Ему за это давали еду и одежду, но он все это раздавал малоимущим, а также отсылал священникам, которые находились в ссылке в лагерях. Ну и в декабре 1937 года последовал очередной, на этот раз последний арест. Дали 5 минут на сборы и на прощание с сестрой. Все, и его уже, в общем-то, не молодого человека, хотя и не старого, ему тогда был 51 год. Подгоняя толчками приклада в спину, свели по лестнице, посадили в машину и увезли. Начало 20 века стало испытанием не только для простых жителей Казанской губернии. Гонениям со стороны большевистской власти подверглась и православная вера. С яростью вчерашние прихожане рушили свои храмы, жгли иконы, рубили кресты, сбрасывали колокола. Тысячи священнослужителей шли на верную смерть, не соглашаясь предать веру. Так расстрелу был приговорен и святой Иосаф. Эта история стала спасением для старинного домика. При содействии президента республики его не снесли перед строительством дороги к универсиаде. Перенесли на 18 метров вглубь и снова собрали. Прошу обратить внимание вот на эту печку. Это вот оригинальные изразцы, те, которые были на ней изначально. В свое время этот дом был купеческим. Большие залы и комнаты предназначались для приема гостей. Дом имел собственную конюшню и флигель для слуг. Но сохранить последние не удалось. Вот сейчас мы находимся в парадном. Вот здесь вот парадный вход, который с улицы. Эта дверь сейчас закрыта по соображениям сохранения тепла. Внутренняя отделка, к сожалению, тоже не сохранилась. Да и жители коммунального дома наложили свой отпечаток. Из 5 печек собрали русскую и голландку. Выжил также дубовый паркет. Еще с 19 века. Евгений Абрамович бережет здесь все как зеницу ока. Сам он заместитель директора Казанского машиностроительного техникума. По совместительству преподаватель КХТИ. Тем не менее, находит время протапливать печи, охраняют родной дом от уничтожения вандалами. Признается, как и всякая старинная постройка, она не лишена мистики. Этот дом реагировал, когда умирали его жильцы. Он начинал выть. Домик сейчас официально закреплен за Русской Православной Церковью. Что здесь будет находиться в дальнейшем, пока неизвестно. Реставрация обойдется в 1,5 миллиона рублей. И сейчас необходимо найти добровольцев. Желающие помочь могут обратиться по телефону настоятеля Духосошественской церкви Алексея Чубакова. Гульназ Гилаева, Максим Малов. Новости на Первом городском.